Предложу очень краткий обзор последних двух журналов «Пчеловодство». Это 8 и 9 номер. Журналы, вы знаете, имеются, и кое-кто видел, уже, наверное, на столе тоже есть. Это журналы этого года. 8 и 9, соответственно, тоже в нашем читальном зале есть. Поэтому подробно познакомиться сможет каждый из вас, пожалуйста, на нашей базе. А сейчас коротенько нам предлагают коллеги и ученые, так скажем, и практики пчеловода. Итак, начнем с 8 номера. И начинается он как раз, если мы открываем первую страницу, о медовых праздниках. В году медовых праздников несколько. Интересно, что перед Днем Святого Василия, 30 апреля, Днем Святого Собаки, 10 октября, вкладывается весь пчеловодный сезон. Вот эти святые стали главными покровителями пчел. Иконы с их изображением, вы, наверное, знаете, использовали предки, ставили в ручейков, у колодцев, и даже рой, который прибивался к этому месту, считался особенным и особо тщательно оберегался. Ну, о других праздниках, естественно, здесь прочтете, это только фрагмент. Ну, а одна из статей следующая. Про праздник. Мы в законе написали праздник пчеловодный 14 августа. Медовый спас. Да, есть о нем тоже, кстати, есть в этом журнале. Посмотрите. Так, одна из статей, следующая в разделе разведения и содержания. Вы помните, да, что журнал содержит многие рубрики, определенные такие рубрики, собирающие по определенной теме, надо сказать. И вот раздел разведения и содержания, статья очередная, сообщает о том, что породный тип пчел московский занесен в государственный реестр селекционных достижений. Не знаю, слышали вы или нет. Возможно, слышали о том, что в 2016 году Тимирязевская академия, это Москва, да, и совместно с пчелоколхоз Кисловодский они делали такую заявку, и, видимо, ее удовлетворили, в общем, посчитали, что он вот теперь в реестр занесен. И интересно, что экспертами было особо отмечено, что склонность к ужалениям у рабочих особей данного типа слабая. Ройливость на 25-30% ниже по сравнению со среднерусской породой. Что вот именно это позволяет... Это называется московский? Сейчас я скажу. Новый породный тип московский, да. Это, да, карпатской породы пчел. У нас своих опытных посевов. Так, ну то есть они даже предлагают, что все это позволяет содержать пчел нового породного типа, даже в мегаполисах, даже предлагают городские парки, крышенство домов, ну и даже закрытые. Если интересно, можно заглянуть, почитать, пожалуйста. Один из разделов биологии пчелиной семьи. Как правило, этот раздел включает какие-то научные статьи, изыскания наших ученых мужей. Ну, их несколько тоже вы посмотрите. Одна из них – стимуляция развития трутней. Но если коротко сказать, значит, автор пишет о том, что к факторам, имеющим отношение к ослаблению семей, можно отнести и такой, как понижение жизнеспособности и репродуктивной активности трутней. Ну, что с этим делом делать, видимо, в статье указывается, то есть, пожалуйста, полистайте. Еще очень много умных слов здесь есть, я их пропускаю, кто знает, пожалуйста, загляните, посмотрите. Раздел «Борьба с болезнями и вредителями», он тоже является постоянным из журнала в журнал. И вот одна из статей называется «Шершни полезные насекомые». Значит, этот материал предлагает такие наши далекие соседи, Чувашская государственная сельхозная академия. И вот ученые мужи этой академии, значит, даже неким образом вступают в спор с нашими удмуртскими учеными, в частности, с госпожой Воробьевой и госпожой Колбиной, которые сообщают, видимо, о вреде шершней, а чуваши говорят о том, что благодаря своим размерам, мощным челюстям и количеству яда шершни без особых усилий способны умерщвлять достаточно крупных насекомых, в том числе кузнечиков, саранчу, мух и ос, наносящих ощущение ущерб пчелиным семьям. Поступить в этот спор вы можете самостоятельно, это статья Ну вот, на мой взгляд, мне как я не специалист, 200 штук не поймал. Ну, для меня очень интересна страница пчеловода-любителя. Почему, может быть, она будет интересна и вам? Наверное, интересно будет тем, кто только начинает, да, пчеловодческое какое-то хозяйство свое. Ну и, конечно, эти страницы, это письма, да, в основном, эти материалы, они включают практический опыт. То есть то, что люди уже сделали, какой-то результат получили. Вот небольшие письма
но они имеют свои названия. Я все, конечно, прочитать не смогу, хотя, наверное, было бы интересно, посмотрите сами. Но есть такие статьи, как «Аномальное лето», об этом лете, кстати говоря, «Роение на пасеке», «Роевые фокусы», все с картинками, то есть кто может предлагать, «Роение без матки», и даже есть такое письмо, которое носит название «Матка, королева государства» и знак вопроса, то есть под вопросом. Ну и если уж углубиться, то автор пишет, что кто-то не управляет миром, вопрос сложный, но основание считать, что жизнедеятельностью семьи все же занимаются рабочие пчелы больше. Ну, можно тоже почитать, поспорить. О возрасте маток и сохранности семей зимой тоже есть такое письмо. О появлении пчел. Ну, начинающих, может быть, вот, кстати, повторяется и в 8-м, и в 9-м журнале «Основы организации пасеки». Так письмо называется. Это товарищ, по-моему, достаточно обширное у него письмо из Ленинградской области, господин Белозер пишет. В 9-м есть продолжение также его опыта. Так, не знаю, насколько будет интересно, но есть статья в разделе «Инвентарь и оборудование». Этот раздел тоже, как правило, из журнала сохраняется. И статья называется «Сушка загубленного зимовника». Поскольку времени мало, сразу перехожу к резюме. В резюме статьи такое, что посредством летней сушки вряд ли можно добиться продления срока службы конструкции зимовника, подверженных гниению. И поспорить или согласиться, опять же, можете обращать к этой статье. Кстати, выше названная госпожа Ольга Михайловна, со своей аспиранткой, тоже отметились в 8-м номере журнала, с этой статьей. Они сделали обзор патентов на тему «Продукция на основе натурального меда». Ну, то есть ими выявлены положительные, отрицательные свойства различных продуктов. Если интересно, пожалуйста. Есть такая статья. Наверное, встречается вам такое, вернее, понятие как воск. Классификация восков тоже приводится в журнале в следующей статье. Если интересно, можно к ней обратиться. Если сказать поконкретнее, то воски здесь классифицируются в зависимости от происхождения и приведена их краткая характеристика и основные физико-химические свойства. Кстати, сказано, вернее, небольшая ремарочка, что эта классификация вошла в учебник, ведь учебник выходит под названием «Экспертиза продуктов пчеловодства». Планировалось издательство в этом году. Издание в этом году. Ну, что или нет, пока сказать не могу. О качестве прополиса в Краснодарском крае есть статейка, господа как раз из Краснодара, но и тоже резюмирует, что качество прополиса, получаемого на территории края, позволяет использовать его в медицине и косметологии. То есть, соответственно, и качественные разъемы. В Башкирии пишут, я так понимаю, о экспериментальной этой вещи, эконокитов на основе башкирского яблочного уксуса. Я понимаю, я прочитала, по-моему, это эксперимент, но интересно почитать. Вот в кармане Да. в раздевалку у кого-то телефон. Там, наверное, мой, все постоянно, но уже это не прятали. Так, ну как бы, знаете, как я сказала, что вот яблочного уксуса, и как бы продолжение следующей сразу статьи помидоры и уксус вашей терапии, я не знаю, как терапия относитесь, но тем не менее, вот у меня господин Янич, он слышит первый журнал, терапевта, кстати, она предлагается для приобретения, расписывания, куда обращаться и так далее. Ну и вот он пишет о том, что помидоры и уксус, как правило, для использования в питании, да, а тут предлагается использовать при различных болезнях, то есть предлагается при варикозном расширении вен, пишется о том, что можно избавиться от кожных заболеваний, ну и так далее и тому подобное. Интересно, насколько правдоподобно, наверное, значит, иногда бывает в журналах, по страницам иностранных журналов, выдержки, да, то есть, если интересно, то в 8-м номере, кстати, вы видите, вот так, я не показала, это 8-й номер, здесь предлагается зарубежный опыт и 2 статьи с переводом со словацкого, то есть теоретическое положение можете уже понимать, да, что статьи. А называются они «Одна из них о положении семей перед зимовкой» и «Что влияет на зимовку пчел». Если не просто актуальный для вас, да, можете прочитать. Это зарубежный опыт. Вы все уже устали. Скажите мне, пожалуйста, вы знаете, кто такой медоукащик?
Ну, это в Африке, это птичка. Молодец, вы единственный, кто знает. Расскажите нам про него. Почему он настоящий, знаете? Людям Ну ладно. Да вы сами Ну, в расскажете. общем, эта птица тоже питается, не только медведь питается. Вот он, оказывается, при меня в Африке есть птицы, но они почему-то водятся в Африке, там живут здесь. Я не знала. в африканской человек. Да. И, в общем, эта птица, она даже, видимо, в лесу водится, довольно невзрачная, и она приводит людей к тому месту, где быстрее всего. Но она дожидается на хищника, она дожидается, чтобы это все разорили, она попитается тем, что осталось. Вот такая вот птица. Оказывается, есть такое. Это 8-й номер. Следующий номер, если мы перейдем, открывается он в информации съезд в Крыму. Если вы слышали, значит, с 8 по 11 сентября 2017 года на базе отдыха такого-то в городе Севастополь проходил 5-й съезд пчеловодов и апитерапевтов Крыма. Да, значит, ну если коротко, ну тут все расписано, кто участвовал, что было, какие дни проходили. Но если коротко, то, в общем, тоже пчеловоды Крыма, они призывают к консолидации, то есть к объединению не только Российской Федерации пчеловодов, но и Украины, Беларуси и так далее. И очень поддерживают вот именно эту апитерапию. То есть они хотят развивать на своей земле апитерапию, и очень поддерживают. Вот таким образом. Определенная резолюция была принята. Так, природа наш дом. Это следующий уже раздел, та же рубрика. И она предлагает статью под названием «Тяжелые металлы в системе почвы, растений и мед». Значит, это материал уже научных изысканий и практических опытов господ из Орловской государственного аграрного университета. В общем, они утверждают, по каждому, они изучали, надо сказать, растения горчицы белой, разные части этого растения, и представляют свои выводы. А выводы, в принципе, мне казалось достаточно понятны, но тем не менее, пишется о том, что проведенные нами ранее анализы образцов множества собранных в разных местах в области показали, что чем дальше от автомобильных дорог и промышленных предприятий, расположенных пасеки, тем качественнее, чище полученный с них мед. Вроде как это понятно. Но тем не менее, вот изыскание, если кому интересно, можно посмотреть. Так, и снова здесь в 9 номере мы встречаемся с тем самым пчелоколхозом Кисловодский. Это Ставропольский край, о котором я говорила, да, когда мы говорили. Они тоже, видимо, подали какую-то заявку, и по результатам оценки комплексной пчелиных семей пчелоколхоза, в общем, рекомендовано аттестовать этот пчелоколхоз Кисловодский в качестве временного хозяина по разведению новых видов карпатских пчел. 8 тысяч надо запомнить. Я так понимаю, с этими рядовской академией, видимо, работают в союзе, поэтому, наверное, как-то понятно, да? Желание, стремление и... Ну вот я говорила, что это они в купе работают с Тимирязевской академией, Тимирязевцы очень много пишут даже в журнале, достаточно часто. И вот одна из статей тоже идет, пишут ученые академии, у них есть опытная пасека, тоже, наверное, слышали. Монахов пишет. Я не знаю. Монахов есть, да. Ну, они пишут одни липы. Они, видимо, возобновили такой праздник, день липы. Отмечают они его 11 ноября. Возобновили, потому что раньше в том хозяйстве, на территории которого они находятся, это более-менее, по-моему, Петровско-Разумовская, даже есть такая станция метро Дамовская, если вы знаете, именно там недалеко и находится академия. Этот праздник, видимо, был всегда, и вот они ввели, рассказывали, что это было, и в том числе предлагали субстанцию. Я поняла, что они очень гордятся, что 70% медового потенциала границы производительного полета пчелиных семей учебно-опытной пасеки этой академии даже приходится на юг. И работают вот с этой как раз карпатской пчелой, то есть это тоже указывается здесь. Но если интересно, загляните, посмотрите. Это для всех, может быть, желающих посетить этот день. В общем, не надолго, 70 миллионов, все, что можно там. Все, что представляется. Ну, такой, наверное, развлекательный материал, тоже тут предложен. Мед всему голова. Он на нескольких страницах, видимо, так расположили 21-27 мая. В общем и целом, этот материал собирает различные кулинарные рецепты, в составе которых есть мед.
Но надо сказать, что меня этот материал повеселил. Например, я увидела рецепт под названием «Лапша с медом». Это я не завязывала, но повеселилась просто от названия. Ну, видимо, имеет место быть. Ну, есть вот такое, например, еще чернослив с орехами и апельсинами в сметане и сыром. Есть ананасный творог. Все это, видимо, с медом. То есть загляните, тоже интересно. Да, то есть мед не только как бы изделие сладкое, его используют еще и во-вторых, даже при консервации овощей и фруктов, по-моему. Да, об этом тоже есть. И вы знаете, со страницы пчеловода любителя, опять же, да, они такие желтые всегда бывают эти страницы, да, если вы смотрите. И снова письма разных наших пчеловодов, практиков, и одно мне прям хочется вам зачитать, прямо я зачитаю. Называется это письмо, оно небольшое, «Анализов пчел». Это пишут из Костромской области, господин Всеволодов. Моя жена болеет диабетом. Как-то в конце августа она пошла пасти коз в деревню. День был прохладный, дул северный ветер. Не прошло и часа, гонит коз домой и громко возмущается. Твои пчелы не дают мне покоя, иди паси сам. Какие такие пчелы? Им сейчас холодно, сидят в уле, гнезда греют, отвечают. Решили провести следственный эксперимент. Пошли на пастбище вместе. Я, жена и коза. Действительно, через какое-то время одна за другой прилетели с десяток пчел и начали кружиться вокруг неподвижно стоящей жены, как бы обнюхивая. Они садились на голые ноги, ползали, залетали даже под подол. Ни на меня, ни на коз пчелы не обращали внимания. Это, говорю жене, пчелы тебе диагноз ставили, значит уровень сахара повышен. Дома провели анализ крови на сахар, и он подтвердил мои предположения. Пчелы проявили себя как врачи-терапевты, так что если пчелы залетают в чей-то туалет, ищи в этой семье проблемы с диабетом. Кто-нибудь знал об этом? Нет. Вы теперь знаете. Можно кучу посещать. Где по легкому ходишь, и никогда Когда вытекает, там они пьют. Ну, в общем, Корову лезть. Минеральные соли нужны. И одно из них есть безопасность на пасеке и работу дыма. Думаю, если кому интересно заглянуть, тоже достаточно обширный материал. И называется Ленинградской области, все делится опытом по организации пасеки. Этот материал тоже не читать, можно к нему обратиться. А вот раздел «Клиническая консультация», вот мы всегда выглядит там с такой шапочкой, да, достаточно интересно. Он бывает не в каждом журнале, но в 9-м присутствует. И здесь речь о новом законе о садовых хлеборобительстве. Этот закон, федеральный закон, он принят 29 июля 2017 года. Есть какие-то изменения в нем. Вот. Но вступит он, сказано, в силу с 1 января 2019 года, но кое-какие положения уже с августа этого года развиты. Если интересно, пожалуйста, материал есть. И вот еще очень непонятный, но, наверное, интересный материал – интерактивный улей. В общем, здесь представлена структурно-функциональная схема программно-аппаратного комплекса интерактивный улей. Если интересно, схема есть. И предлагают, конечно, использовать мобильную связь. Мобильную связь можно вести, с помощью нее можно вести дистанционный контроль и управление состояниями пчел. И вот тут показано АБВ, что он как видит. Мобильное устройство. Да, читайте, наверное, как-то интересно, но я об этом видела сегодня. Наверное, вам будет интересно. Да, кстати, это тоже говорю, Юрий Васильевич у нас как расследовал, знает, рассказывает. Да. Вот он снова, да, на другой странице предлагается его новая книга. Причем это учебная по вопросам приобретения, можно обращаться к автору, все данные есть. Ну вот это в общем и целом, что есть в 8-9 журнале, пожалуйста, обращайтесь. Вот тут про это, насчет какие начинали.